На проходящем в Перми конгрессе антропологов и этнографов России впервые на столь высоком академическом уровне состоялся День Ингушетии, событие, которое стало не просто презентацией региона, а подлинным культурным и научным прорывом. Дело в том, что последние годы в Ингушетии возрос интерес исторического наследия, особенно по части материальной культуры, и эта часть представлена у нас очень богатым музыкальным содержанием. Вот на данной экспозиции представлено несколько музыкальных инструментов. Это так называемый дахчинпантр, очень был распространен на Кавказе в целом и в Ингушетии в частности. Он имеет разное свое, так скажем, исполнение визуальное, но часто встречается вот как вот такой вот смычковый инструмент. Хочется выделить вот такой замечательный музыкальный инструмент. Да, вот у нас он представлен в таком альбоме. Особый интерес у гостей вызвал атлас музыкальных инструментов. Это уникальное издание, которое сочетает научную точность и художественную подачу, подробно описывает традиционные ингушские инструменты, их конструкцию, звучание, культурное значение. Атлас был представлен на отдельной экспозиционной полке и вызвал большой интерес как у исследователей, так и у широкой публики. Здесь у нас представлен первый том, и там коллекции литературы и книг мы видим второй. Здесь речь идет о тоже реконструированном музыкальном инструменте, который является рабочим. Вот здесь мы видим с вами современное исполнение, то есть это реконструированная работа, значит, по ремеслу. Дальше мы с вами проходим в ту часть, где у нас будет как раз представлены те самые раритетные истинги. Их мы привезли из Казахстана, но они были изготовлены еще в додепортационный период. Приблизительная датировка, я думаю, что временного промежутка достигает более 100 лет. В залах музея была представлена масштабная экспозиция: артефакты, предметы быта, музыкальные инструменты, свадебные костюмы, фотороботы и редкие книги, которые раскрывают более чем 6000-летнюю идентичность ингушского народа. Особую ценность представляли материалы из личных собраний, предоставленных представителями ингушской общины и исследовательских групп. Дальше следующая часть нашей экспозиции представлена элементами, которые мы относим к материальной культуре, собственно, такого повседневного быта. Ну, назовем это так условно поднос чан-глубокий, в котором размещались какие-нибудь предметы. Он относится к позднему средневековью. И здесь мы также видим с вами несколько кувшинов. Это находки, которые были сделаны, значит, буквально в поздний период, сравнительно недавно. И все эти элементы относятся к периоду аланского, значит, присутствия здесь на Кавказе. География гостей поражала. Мероприятия посетили не только местные жители, но и представители грузинской, армянской, немецкой и других диаспор. Проходимость зала превышала все ожидания. В буквальном смысле люди стояли толпами, чтобы познакомиться с богатейшей культурой ингушей. Спасибо музею, организаторам этого мероприятия, чтобы привели такое выставка, и люди сегодняшний день видят этого. Это очень много значит. Больше всего мне впечатлили костюмы и ковры. Про тяжесть, конечно, всех кавказских народов мы тоже знаем, что им пришлось нелегко в свое время. Мы должны знать культуру всех народов, проживающих на территории Российской Федерации. Патриотично, по-моему. День Ингушетии в Перми стал днем не только презентации, но и настоящего научного признания, культурного диалога и восстановления исторической справедливости. Теперь об Ингушетии знают больше, и это только начало.